Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился накануне в Базеле. Россияне стали обладателями 5 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовой награды. Наиболее успешное выступление продемонстрировал Никита Нагорный, завоевавший 2 золота. Россиянин первенствовал в личном многоборье и в вольных упражнениях. Наша команда выиграла медальный зачет, записав в свой актив 14 наград. Вторыми стали британцы, третье место заняли представители Швейцарии. Футболисты московского «Спартака» на своем поле со счетом 1-0 одержали победу над столичным ЦСКА в центральном матче 27-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Единственный мяч на 52-й минуте забил нападающий красно-белых Джордан Ларсон. Отметим, что армейцы доигрывали встречу в меньшинстве. В конце первого тайма с поля за грубую игру был удален полузащитник Ильзат Ахметов. В таблице чемпионата «Спартак» занимает третье место, набрав 50 очков. ЦСКА идет на 6-й позиции, имея на счету 46 пунктов. В следующем туре спартаковцы в гостях сыграют с тульским «Арсеналом», а армейцы дома примут Уфу. Гол полузащитника сборной России Алексея Миранчука помог «Аталанте» победить «Болонью» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5-0. Помимо россиянина точными ударами отметились Руслан Малиновский, Луис Мурриель, Ремо Фройлер и Дуван Сапата. Отметим, что Миранчук провел взятие ворот после выхода на замену. Теперь в его активе 6 голов и 1 результативная передача в 26 матчах текущего сезона. «Аталанта» благодаря этой победе вышла на 2-е место в таблице серии А, набрав 68 баллов. В следующем матче бергамаски на выезде встретятся с Сассуоло. Россиянин Аслан Карацев проиграл итальянцу Маттео Береттини в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который прошел в Белграде. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 6-1, 3-6, 7-6. Напомним, на пути к финалу россиянин обыграл словенца Аляжа Бедене, итальянца Джанлуку Маджера и серба Новака Джоковича. В данный момент Карацев занимает 28 место в мировом рейтинге. Он является победителем одного турнира ATP. Ну а лучшим результатом на стартах серии «Большого шлема» является выход в полуфинал. Перейдем к событиям якутского спорта. Василий Егоров стал бронзовым призером международного турнира по боксу «Кубок губернатора Санкт-Петербурга». В полуфинале весовой категории до 52 килограмм якутянин раздельным решением судей уступил трехкратному победителю первенств Азии и чемпиону Казахстана Махмуду Савархану. Отметим, что этот поединок стал для Василия первым после победы на чемпионате России, который прошел в декабре прошлого года. Сборная Якутии по волейболу заняла 3-е место на соревнованиях 2-го этапа спартакиады молодежи России. Турнир прошел в Якутске на площадке Дворца спорта «50 лет Победы». Заключительный соревновательный день якутяне в 3 партиях проиграли команде Хабаровского края, которая в итоге стала победительницей соревнований. Вторыми стали представители Приморского края. В общей сложности якутские волейболисты провели 5 игр, одержав 3 победы и проиграв в 2 матчах. Таким образом, сборная Хабаровского края завоевала путевку в финал молодежной спартакиады, который пройдет летом в Казани. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!